Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Центр развития ЖКХ и повышения энергоэффективности занимается вопросами развития жилищно-коммунального комплекса в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обращения с твердыми коммунальными отходами, а также вопросами внедрения и тиражирования новых технологий и лучших практик работы. Наш гость в студии Аял Кюндяйцев, заместитель директора Центра развития ЖКХ и повышения энергоэффективности Республики. Аял Вениаминович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что такое ТКО. Что это за аббревиатура? Согласно федеральному законодательству, твердые коммунальные отходы – это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также отходы, утратившие свои потребительские свойства в процессе потребления физическими лицами. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, схожие по составу с теми, которые образуются в жилых помещениях. По-простому говоря, это мусор, который образуется у нас в квартирах ежедневно. Туда могут входить упаковка, пищевые отходы, пластиковые бутылки, алюминиевые банки. И к деятельности рекоператоров также относятся крупногабаритные отходы. Это мебель, бытовая техника. А строительный мусор? Строительный мусор к твердым коммунальным отходам не относится. Также к твердым коммунальным отходам не относится мусор после капитального ремонта, биологические отходы. Вы затронули тему региональных операторов. Кто это такие, какие у них полномочия? Региональные операторы – это юридические лица, которые обязаны заключить договор с отходообразователями в зоне своей деятельности. В полномочия регионального оператора входит сбор, транспортировка, обработка, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов. У нас в республика поделена на 12 зон деятельности региональных операторов, и в результате конкурсных процедур определены 11 региональных операторов, которые сейчас ведут свою деятельность. Эти 11 операторов, они в разных районах? Совершенно верно. Допустим, где действует самый крупный региональный оператор? Самый крупный региональный оператор действует в центральной зоне. Это ООО «Якутск Экосети». Он охватывает территорию города Якутска, Жатай, Намского района, Горного и Хангаласского. А какова сегодня периодичность вывоза твердых коммунальных отходов? Согласно требованиям санитарно-эпидемиологическим по содержанию территорий сельских и городских поселений, в зависимости от среднесуточной температуры варьируется от 1 до 3 суток. В случае, если температура среднесуточная плюс 4 и выше, то региональный оператор должен вывозить ежедневно. То есть летом периодичность увеличивается? Так? Да. А что делать, если, допустим, мусор не вывозят своевременно? Куда жаловаться? В первую очередь надо обратиться к региональному оператору, который ведет деятельность именно на территории зоны, в которой наблюдается перезаполнение контейнеров. И также работает горячая линия Министерства жилищно-коммунального хозяйства по вопросам обращения именно с твердыми коммунальными отходами. То есть работа адресная, правильно я понимаю? Да. А как происходит процесс вывоза мусора? То есть дальше идет сортировка, условно говоря, или все сводится у нас на городской полигон? Сейчас на данный момент в республике отсутствуют пока объекты сортировки, современные, отвечающие требованиям экологического законодательства. У нас на стадии создания 2 перспективных объекта. Это полигон в городе Якутске и мусороперегрузочная станция с элементами сортировки. Согласно федеральному проекту «Экология», ввод запланирован в 2024 году, но мы идем с опережением. И также в 6 муниципальных образованиях на стадии проектирования находятся комплексные полигоны обработки и размещения твердых коммунальных отходов. Я предлагаю вернуться к проблеме вывоза мусора, к вопросу вывоза мусора. Какие основные причины перезаполняемости мусорных баков? Картина, все-таки во дворах у нас часто бывает, к сожалению, плачевная. Тут причин много. Начну с того, что
Бывает такое, что недостаточно контейнеров на контейнерной площадке. Вот за содержание контейнерной площадки, за создание обустройства у нас уполномоченные органы, это органы местного самоуправления. Они разрабатывают и утверждают схему размещения мест накопления ТКО, ну, собственно, контейнерных площадок. Также причиной может быть сброс мусора недобросовестными лицами, которые не заключили договор с региональным оператором и скидывают вот контейнерные площадки многоквартирных домов. Также может быть, вот, на первый взгляд, если не обустроена площадка для размещения крупногабаритных отходов, вот, на первый взгляд это может показаться как перезаполнение контейнеров. Вот, поэтому необходимо обустроить специальные площадки для крупногабаритных отходов. И также вот, хочу отметить, что периодичность вывоза крупногабаритных отходов, оно отличается от периодичности твердых коммунальных отходов. По требованиям Санпин, получается, тоже в зависимости от среднесуточной температуры, варьируется от 7 до 10 суток. Вы отметили, что недостаточность иногда бывает количество мусорных баков. Да. А какова норма обычно для МКД? Норма в зависимости от количества квартир и от нормативов накопления. Ну, в среднем 3-4. Ну, если девятиэтажный жилой дом, ну, в принципе, так. Ага, а если больше квартир, то... Я предлагаю вернуться все-таки к теме раздельного сбора мусора, где у нас в Якутске размещены вот эти точки и чья это, так скажем, инициатива? Это частные предприятия и энтузиасты? Но у нас в республике в связи, как я уже сказал, в связи с отсутствием мусоросортировочных комплексов, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, у нас внедрение запланировано поэтапно. То есть на этом этапе раздельный сбор развивается силами субъектов малого и среднего предпринимательства. И вот силами, например, экологической компании, ну, во взаимодействии с органами местного самоуправления установлены 96 пунктов раздельного накопления твердых коммунальных отходов, а также есть постоянный круглосуточный пункт приема раздельно собранных отходов. Это по Вилюйскому тракту возле магазина Юником. И также вот с 2025 года планируется вот после ввода в эксплуатацию объектов перейти уже к полномасштабному разделению твердых коммунальных отходов. А куда у нас направляется мусор вот после сортировки? Сортируют же, насколько я знаю, 3 фракции: бумагу, картон, ну, 4 фракции: бумагу, картон, пластик, стекло. Из бумаги, из пластика что-то изготавливают, правильно я понимаю? Да, совершенно верно. Вот в 2021 году при поддержке правительства Республики Саха-Якутия региональным оператором Якутской Кассетии было приобретено оборудование по переработке пластика. И сейчас ведется деятельность во взаимодействии с экологической компанией. Экологическая компания вот собирает пластик и перерабатывает в продукцию. Готовая продукция нескольких видов. Это бордюры, тротуарная плитка, брусчатка и также вот скамейки производятся. И вот в составе вот этих изделий, ну, связующим веществом является расплавленный пластик и песок. И в 2022 году, вот, чтобы заменить песок, также при поддержке правительства республики региональным оператором было приобретено оборудование по дробилке стекла. Получается, вот, раздробленное стекло должно заменить песок. То есть все это уже у нас в Якутске используется активно? И да, даже вот вот скамейки на улицах уже можно видеть, да? Да, то, что касается пластика, то у нас вот силами субъектов малого и среднего предпринимательства и регионального оператора вопрос решен, а вот в части картона, картон прессуется и доставляется вот в другие регионы на заводы переработки. Ну, то есть это, в принципе, хороший бизнес для ИП? Ну, вот в последние годы в связи с санкционным давлением не совсем
прибыльный получается. И поэтому сейчас вот решаем вопрос по открытию производства. Но тем у не нас на менее территории. очень полезный для природы. Да, А совершенно что с батарейками? Вот во многих магазинах установлены пункты сбора использованных, вышедших из строя батареек, аккумуляторов литиевых. Мгм. Ну, аккумуляторные эти батарейки нельзя смешивать с твердыми коммунальными отходами, потому что они наносят колоссальный вред окружающей среде. Поэтому их необходимо собирать раздельно, сдавать в пункты приема для последующей утилизации на специализированных площадках. Аял Вениаминович, почему, на ваш взгляд, сегодня необходимо своевременно оплачивать за услуги по вывозу ТКО? Очень многие же забывают про этот важный пункт. Да, совершенно верно. Но своевременные платежи, они напрямую влияют на финансовое состояние региональных операторов. Как следствие, можно сказать, одной из причин несвоевременного вывоза твердых коммунальных отходов может являться поломка специализированной техники, несвоевременный ремонт специализированной техники. Поэтому в целях недопущения рисков, связанных с экологической безопасностью, необходимо своевременно вносить платежи за услуги регионального оператора и тем самым обеспечить бесперебойный вывоз твердых коммунальных отходов. Иначе говоря, качество вывоза мусора зависит от самих пользователей жилищно-коммунальных услуг. Да. Аял Вениаминович, в заключение. Сегодня очень много поговорили про экологическую безопасность и сортировку мусора. Почему это так важно в сегодняшних реалиях? Это напрямую влияет на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, в части, чтобы обеспечить экологическую безопасность. Ну и на качество жизни наших дальнейших поколений. На настроение, можно сказать. Безусловно. Аял Вениаминович, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Ну, я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч.